Намской земле, на родине выдающегося политического деятеля Якутии Максима Кирилловича Амосова в дань памяти и уважения живые цветы возлагают. Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха-Якутия Айцен Сергеевич Николаев Сейдзасимович Колодезников, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Денис Георгиевич Белозеров, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия Александр Павлович Атласов, исполняющий обязанности главы муниципального образования Намский улус Ефим Ефимович Гоголев, Алексей Михайлович Пеникин. Сегодня жизнь и деятельность Максима Кирилловича Амосова является ярким примером для подрастающего поколения и молодежи народа Саха. Намский улус гордится именами своих славных сыновей, которые внесли значимый вклад в развитие и становление нашей республики. Труд, знания и опыт наших земляков служили и служат во благо процветания родной Якутии. В общем, по республике. Сегодня в селе Хатарык-Намского улуса мы провели расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в республике с участием руководителей, в том числе и Федерального агентства лесного хозяйства. Ситуация, конечно же, у нас одна из самых сложных в стране. Вместе с тем, за последнюю неделю мы считаем, что произошло достаточно серьезное улучшение ситуации. Так вот, по Намскому району вот сегодня на область сделали практически те большие лесные пожары, которые здесь бушевали еще неделю назад, все-таки при помощи лесоохраны, при помощи службы МЧС, при помощи наших мобилизованных сил, центра лесоресурса, они локализованы, так, и уже в скором времени, мы надеемся, будут уже ликвидированы. Достаточно стабильная, тяжелая ситуация у нас в горном районе, так, туда переброшены дополнительные силы сегодня из Читы уже доставлены, и работа достаточно серьезная проводится по тушению пожаров. Мы надеемся, что тоже в течение ближайших суток там будет кардинальное улучшение ситуации. По Вилюйской зоне районов у нас идет работа, в первую очередь, конечно, по такой непростой ситуации в Югринском районе. Здесь тоже сил, средств достаточно. И вот та работа, которая была проведена с помощью Г-200 на прошлой неделе, она тоже дала результаты. И вот крупные пожары у нас локализованы, которые там есть. И мы надеемся тоже, что в течение недели где-то уже будет ликвидация. В целом у нас прогноз все-таки на август месяц, он гораздо более оптимистичный. Мы все-таки самую тяжелую, скажем так, фазу
если пожары, судя по всему, все прошли. Сейчас, конечно же, главная наша задача не допустить ухудшения ситуации с тем, что вот те пожары, которые сегодня действуют, должны быть ликвидированы. Вот. Здесь у нас должны жители соблюдать пожароопасный период в тех правилах, которые установлены. Процентов пожаров, которые у нас на территории в лесах произошли, они произошли по одному человеку. Сейчас уже 12 удалось. Спасибо большое.